الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه عز وجل حتى يسأله عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وما عمل فيما علم. Дорогие единоверцы, Всевышний Аллах в Коране дал ответы на все вопросы и указал каждому из нас пути решения разных жизненных ситуаций. Показал, как нужно в этих ситуациях действовать. Первыми, кто стояли на пути ислама, первыми, кто помог религии Аллаха, были молодые люди. И сподвижники из числа молодежи, будучи рядом с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, оказали ему и исламу наибольшую помощь. Али, да будет доволен им Аллах, стал первым мусульманином из числа молодежи. Были и другие сподвижники, такие как Заид ибн Харис, Амар ибн Ясир, Билял аль-Хабаши, Муса бин Умайр, Амар бин Ясир. Мы знаем их имена. Мы знаем, какими они были людьми, какие совершали деяния. Мы знаем, как они прожили свою жизнь. Эти люди, несмотря на свой молодой возраст, принесли большую пользу исламу. И сегодня помощь, которую должна оказать молодежь религии, такая же. Молодежь — это те люди, которые способны оказать наибольшую пользу нашей религии и помочь в ее укреплении. Значение молодежи очень велико в возвышении и укреплении религии, а также в покорности Аллаху и пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Как известно, эти молодые люди, эти юноши, жившие в Мекке, были самыми близкими сподвижниками пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. После переселения в Медину именно молодые сподвижники помогали в строительстве первой мечети, а в дальнейшем и во всех делах пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. И первыми учениками вместе с Суффа
которая находилась рядом с мечетью, были эти люди, эти сподвижники. Это были люди, не имеющие крыши над головой, без семьи, бедняки, либо люди, которые пришли туда с целью получения знаний. Их называли сподвижники суфы. Живя в Мединской мечети, они приобретали знания. И положение нынешней молодежи такое же. Современная молодежь также должна стремиться к знанию и возвышать религию. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отправил этих сподвижников во все уголки мусульманских земель. Сподвижников Али и Муаз ибн Джабаля, да будет доволен ими Аллах, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отправил в Йемен. Каждому из сподвижников в определенное время он давал определенные поручения, которые они должны были выполнить. Сподвижнику Зайду ибн Сабиту он приказал записывать священный Коран, поручив ему должность писаря Откровения. Иногда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, поручал своим сподвижникам изучать иврит, язык Торы. Это делалось для того, чтобы знать и понимать людей этой религии. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, всячески прибегал к помощи этих молодых сподвижников для возвышения религии. И сегодня мы должны поддержать молодое поколение, молодых людей, которые стремятся здесь, в Крыму, возродить религию на нашей родине и сделать так, чтобы мусульмане жили спокойно. Вы, молодежь, взяв себе в пример этих сподвижников, должны взять эту миссию на себя. Религия ислам держится на ваших плечах. Никто не сделает это вместо вас. Человек должен знать, что будет своевременным для сегодняшнего дня и делать это, не откладывая, вовремя. И если поставленные задачи будут выполнены вовремя, тогда это будет ценно. Сейчас, когда мы видим, что мусульмане и сам ислам переживают нелегкие времена во многих уголках мира, вы, молодые люди, должны возвысить религию, и тогда ваша степень перед Аллахом будет высокой. Аят, который я прочел, из суры Аль-Кахф. В нем Всевышний Аллах говорит о молодых людях. Это были юноши, которые уверовали в своего Господа, и мы увеличили их приверженность прямому пути. После прихода пророка Исы, мир ему, с целью защитить религию единобожия, ханифию, эти юноши спрятались в пещере и пробыли там 309 лет, чтобы сберечь эту веру. И Аллах говорит об их степени. Сегодня каждый, кто читает суру Аль-Кахф, поминает их. И сегодня на наших плечах большая ответственность остановить проливающуюся кровь, хоть немного, но помочь принести радость и благо мусульманам. Всегда среди молодежи были и хорошие люди, и плохие. Мы должны стремиться быть похожими на хороших. Например, у пророка Адама, мир ему, было 2 сына. Имя одного из них упоминается как Хабиль. Из-за ревности он убил своего брата. И грех за все убийства, которые совершаются по сей день, лежит на его плечах, потому что он был первым, кто убил. Он совершил плохой поступок, убил человека, и по сей день этот грех приписывается ему. Также мы знаем о Хабиле, его брате. Он говорил: «Если ты протянешь руку, чтобы убить меня, то и я тебе протяну руку, но не стану тебя убивать». И его благой поступок дошел и до наших дней. И награда за все подобные благие деяния приписывается и ему. У любого благого поступка благой исход, а у дурного поступка дурной.
Поэтому мы должны ориентироваться на хороших людей. Мы должны быть как пророк Исмаил, мир ему. Мы должны стараться быть похожими на пророка Исмаила, мир ему. Когда он должен был умереть от руки отца, ведь именно это было приказано сделать пророку Ибрагиму, что он сказал? «Отец, делай то, что тебе было приказано. Ты найдешь меня терпеливым». Пророк Юсуф, мир ему, был заключен в темницу. Женщины его оклеветали. Он покорился им? Нет. Он говорил: «Я боюсь Аллаха», и сторонился наговоров этих женщин. И в самые лучшие времена своей жизни он не просил Аллаха продлить себе жизнь. Он просил: «О Аллах, облегчи мне смерть и сделай меня из числа праведников». Нужно стараться быть похожими на таких людей. Нам нужно прожить свою жизнь, опираясь именно на такие примеры. И тогда враги станут друзьями. Ненависть и злоба сменятся милосердием. Раскол и разъединение сменятся единством. Мусульмане будут уважать и любить друг друга, а в мире будут господствовать согласие и милосердие. Это наша идея. Пусть Аллах сделает нашими помощниками таких молодых людей. И пусть Всевышний Аллах ведет их прямым путем. Амин. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لصفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعل كلمة الله وكلمة الحق في كل أنحاء العالم واشرح صدورنا وصدور عبادك في كل أنحاء العالم إلى الإيمان والإسلام والإحسان القرآن وإلى خدمتنا آمين الحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله